Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Мы працягваем знаёміць вас з вялікімі і унікальнымі кінавідэафондамі нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. І сёння вас чакае новая цікавая сустрэча з яркай суразмоўцай. Яе піруэты, пліе і фуэтэ захаплялі мільёны аматараў балетнага мастацтва, а вытанчаныя па зачароўвалі ідэальнай тэхнікай, жывымі эмоцыямі нават самага патрабавальнага гледача як блізкага, так і далёкага замежжа. Наша госця – выдатная балерына, педагог, народная артыстка Беларусі Інэса Анатольевна Душкевіч. Инесса Анатольевна, добрый день. Добрый день. Я рада вас видеть сегодня у нас в гостях и очень надеюсь на то, что ваши воспоминания, ваш рассказ поможет приоткрыть вот эту таинственную завесу над миром хореографии для наших уважаемых телезрителей. А для вас это будет приятным путешествием в прошлое. Я тоже очень на это надеюсь. Мне кажется, что это какая-то уже другая жизнь. И, конечно, мне очень интересно. Для меня это тоже сюрприз. Інеса Анатольевна Душкевіч нарадзілася 24 чэрвеня 1959 года ў Мінску. У 1977 годзе скончыла беларускае харэаграфічнае вучылішча і стала салісткай Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Беларусі. Яна выканала ўсе вядучыя партыі, пра якія можна было толькі марыць. Кармен, Джульетта, Жизель, Ева, Кітры, Сильфіда. Віртуознасць і пластычная экспрэсія – рысы яе творчай індывідуальнасці. За стварэнне вобразу Рагнеды ў аднайменным балеце Інэса Душкевіч адзначана дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь. Інэса Анатольевна Душкевіч – мастацкі кіраўнік Беларускай дзяржаўнай харэаграфічнай гімназіі каледжа, народная артыстка Беларусі. Настойчивая, импульсивная, независимая, целеустремленная. В переводе с испанского обозначает имя Инесса. Все подходит вам? Надеюсь, что это так. Искусство танца одно из самых древних в мире. Можем ли мы утверждать, что танец – это характер? Танец может воплощать любые образы. Более характерные, более яркие, могут быть лирические, совершенно бессюжетные. Поэтому стать танцовщицей ведущей нужно иметь стальной характер. Наверное, так. Инесса Анатольевна, я предлагаю сейчас посмотреть первый фрагмент и вспомнить, когда же было то самое «па», с которого и началась ваша творческая жизнь. Калі папытаць усіх, хто прыйшоў на святкаванне 30годдзя узорнай харэаграфічнай студыі «Мара» Палаца культуры Белцаўпрофа, атрымалася б выдатная кніга. Пра нязменнага кіраўніка студыі, заслужанага работніка культуры рэспублікі Раісу Львоўну Чарахоўскую, пра канцэрты і гастролі, а галоўнае пра тое, як нараджаецца танец. Для меня, конечно, это большой сюрприз и большая неожиданность. Я увидела своего первого педагога по хореографии Раису Львовну Череховскую. Да, вот с балетной студии «Мечта» все начиналось. О! Похоже, что это я в этом же концерте, да, уже балерина Большого театра. Кожны, хто прыйшоў некалі ў студыю, напісаў у яе біяграфію свой радок. З Мары пачынала творчы шлях і салістка балета Беларускага акадэмічнага тэатра, лаўрэат міжнародных конкурсаў Інна Душкевіч.
до того, как пойти в балетную студию «Мечта», я дома никому не давала покоя. Я постоянно танцевала, я пела, я крутилась перед зеркалом, я надевала на себя всевозможные наряды, какие можно было придумать. В этом смысле я была неугомонная. И друзья моих родителей, видя такое рвение, такое бесконечное позерство, они сказали: нет, с этой девочкой нужно что-то делать. Ее нужно куда-то отдавать. Тогда появилась вот балетная студия «Мечта». Раиса Львовна, конечно, дала мне путевку в жизнь. Хотя не могу сказать, что я там была очень примерной и послушной ученицей. Я также там бегала, шалила, мне было все интересно, я была неугомонная, не всегда внимательная. И только, пожалуй, придя в хореографическое училище, я поняла, что это действительно очень серьезно и на всю жизнь. Раиса Львовна все равно увидела в вас потенциал большой. Каким образом состоялся разговор между вами или с родителями она разговаривала о том, что надо учиться дальше профессионально? Я думаю, что, конечно, это был разговор с родителями. Она видела, что я достаточно способный ребенок, я живой ребенок, я артистичный ребенок, и у меня хорошие природные данные. И вот она рекомендовала поступать в хореографическое училище. Кем были ваши родители? Родители уже, к сожалению, умерли. Отец кандидат медицинских наук, работал в институте туберкулеза, потом в институте гигиены. Мама долгое время работала в ателье. Маме по наследству достался артистизм, наверное, который потом впоследствии переняла и я. Уделяла мне очень много времени, она постоянно возила меня на все занятия, она в училище возила, была на всех концертах. Многие из моего класса жили на квартирах, и поэтому часто после концертов мама забирала к себе. Всех? Да, всех. Ну, всех, не всех, но 2-3 человека вот у нас могли остановиться. Да. Она не пропустила ни одного моего спектакля. Это был мой такой строгий, доброжелательный и очень преданный зритель. Я очень благодарна маме за ее вот такую помощь, за ее поддержку, за то, что я всегда рядом чувствовала, что вот есть такой человек, на которого я могу положиться. А что говорят вам именно Нина Молодинская и Нина Давыденко? Нина Федоровна Младинская – это педагог, у которого я выпускалась. Она танцевала в Петербурге достаточно долго, около 16 лет. Ведущая балерина была. Она ученица Герт Вагановой и Преображенской. Ее артистическая карьера достаточно длинная. Это не 20 лет, как многие сейчас танцуют, а это чуть ли не в 2 раза она танцевала больше. И на нашей сцене она танцевала ведущие спектакли и была педагогом хореографического училища. Я училась у такого совершенно замечательного питерского педагога Илины Николаевны Синевой. Ее имя настоящее Рафаэлина Николаевна. И первые 5 лет я училась у нее. И она питерский педагог, и Нина Федоровна Младинская тоже из Петербурга. Так что можно сказать, что да, я причастна к петербургской школе, что очень приятно. Пришла в театр, я была юная, способная, не совсем уверенная в себе ученица. На сцене не то, что могла растеряться, но со мной нужно было работать. Делать партии – это не просто выучить и идти на сцену. Это нужно отрабатывать, это нужно возиться, это нужно выстраивать, это нужно лепить. Вот таким человеком и стала Нина Степановна Давыденко. Неоднократно она говорила, увидев меня: «Ну что, балерина, пойдем работать?» Вот, и вот это вот: «Ну что, балерина?» Меня балериной назвали. Да, значит, да, вот буквально, кажется, одно слово, и вот когда это, да, вселяет какую-то уверенность. А очень-очень важно, конечно, в ребенка вселить уверенность. Следующий фрагмент как раз яркое подтверждение, что упорство и талант, и в итоге потрясающие мастера. В данном случае на сцене театра, оперы и балета. Сейчас посмотрим.
Это правда, что именно постановка «Лебединое озеро» определила ваше желание стать балериной? Да, потому что в возрасте 6 лет я попала на спектакль «Лебединое озеро» впервые в Большой театр. И, наверное, это перевернуло мое вообще сознание. Я захотела танцевать, сознательно захотела танцевать. Я помню, только я все время спрашивала, почему они не говорят? Почему они не говорят? А мне ответили, они говорят только шепот. А вам ближе образ Адетты или Адилии? Наверное, во мне есть и то, и то. В разное свое настроение я вот такая и есть. То Адетта, то Адилия, то Джульетта, то Кармен. Ух, только не очень долго. Фуэте. Одна из задач фуэте, кроме того, что нужно грамотно его вращать, нужно еще на месте вращать. Это, конечно, трюк. Это трюк. И теперь, если балерина не крутит фуэте, то это просто считается не балерина. Это в обязательной программе. А раньше это было не обязательно. Даже Уланова не вращала 32 фуэте. Плесецкая тоже не всегда в спектакле показывала этот трюк. Но теперь техника настолько шагнула, что это, конечно, 32 фуэте, это вообще как бы просто должно быть в кармане. Вот это да. Но первыми стали показывать это в спектаклях итальянские балерины. Да, Пьерина Линьяни. Я предлагаю вновь обратиться к нашим фондам, посмотрим на экран. Этот спектакль, поскольку это спектакль «Падекатор», это о 4 известных балеринах, поставила пермский педагог Шлямова. Вот она перенесла на нашу сцену. Конечно, это удивительно, вот то, что я сейчас это вижу. Я думала, что вообще эти записи не сохранились. Так что я вам очень благодарна, что вот сейчас у меня такая возможность это увидеть вместе со зрителем. Инесса Анатольевна, переход из училища в театр – это все-таки стресс. Что оказалось самым тяжелым для вас? Когда ты приходишь в театр, ты просто артистка кордебалета. И я могу сказать, с чего я начинала. Как вы думаете, самая моя первая партия, уже работая в театре? Не догадаетесь ни за что? Нет. Был у нас такой спектакль «Доктор Айболит». Я там играла обыкновенную рядовую обезьяну, даже не главную. На сцену Белорусского Большого вы вышли в 11 лет, танцевали под Этруа, да, в балете «Щелкунчик». А помните ли вы первую постановку, где у вас уже главная роль? Да, на 2-м году работы в театре к нам приехал Генрих Майоров, балетмейстер совершенно замечательный, и поставил такой спектакль Карена Хачатуряна «Чиполлино». И вот там я танцевала партию «Магнолии». Это первая ведущая партия вот в нашем театре. Чувство любви, страсти, трагедия – все это присутствует практически во всех балетных постановках. В этом спектакле я исполняла 2 партии противоположные. Это «Возлюбленная», вот, которая сейчас на экране, и роль блудницы. Потрясающий совершенно спектакль. Это оратория,
Там помимо хореографического действия и участвует и хор, и солисты оперы, и, конечно же, оркестр. Очень красивый спектакль с интересной сценографией, с интересной хореографией. Сейчас, уже через десятки лет, никогда не жалели о том, что выбрали балет? И, наверное, как-то моя судьба сложилась так, что встретились те люди, которые подсказали мне именно заниматься хореографией. Это вот судьба? это вот, наверное, да, наверное, ничего в этой жизни случайно не бывает. Вот такие категории, как удача и везение, насколько они имеют место в вашей профессии? Шанс дается всем. Обязательно. Но если ты не готов к этому шансу, то он просто так вот мимо и пройдет. Каждодневные изнуряющие тренировки, занятия, ограничения в питании. Никогда себя не жалко было? Дело в том, что я начала профессией заниматься в 10-летнем возрасте. А до этого вот балетная студия «Мечта», где я еще не осознавала, что это профессия. И детей учили очень постепенно к этим ограничениям, к терпению боли, к тому, что нельзя зрителю показывать, что ты устал, что тебе сложно, что ты задыхаешься, что у тебя пальцы стерты. Зритель не для этого пришел. И вот это вот, наверное, такая самодисциплина, которая прививалась нам педагогами, и мы сейчас, в свою очередь, тренируем таким образом своих учеников. Ну, вот это, наверное, какая-то традиция. Казалось бы, жесткость в профессии, но без этого никуда, без этого не будет. Вот этой профессии, казалось бы, такой легкой, такой красивой внешне, и такой сложной, такой дисциплинированной, и такой суровой внутри. Но и радостной. И радостной, поскольку, предположим, родители приходят и говорят: вот мой ребенок очень устает, ему очень тяжело, но он не хочет уходить, ему так нравится. А я говорю: знаете, почему нравится? Потому что прежде всего он преодолевает себя, а человек ценит то, что он сделал сам. Соглашусь, всегда говорят, что можно в какой-то момент с собой договориться, но обмануть себя невозможно. А можем ли мы тогда сказать, что профессия балерины – это образ жизни? Безусловно, если балерина, тем более ведущая, то это, конечно, образ жизни. Раньше далеко не каждая ведущая балерина могла иметь детей. Сознательно шла на это. Теперь как-то проще, поскольку проще войти в форму. Это определенный аскетизм, это определенное ограничение, это определенный образ жизни, это режим дня. Это режим питания, это режим отдыха. Если у тебя вечерний спектакль, значит, ты должен отдохнуть, ты должен хорошо отрепетировать, твой аппарат, твое тело должно быть в порядке, вот, ты должен себя настроить, это твой инструмент. А дома занимаетесь? Вот мой педагог Лена Николаевна Синева, когда я у нее училась, она, значит, на лето дала нам всем задание. Мало того, что записать как каждое движение, записать, как оно делается, и потом взяла с меня слово, что я буду каждый день делать станок. А я поехала в деревню, а там все так вкусно. Там блинчики, пампушки. И мне так не хотелось заниматься, так не хотелось. И вот я каждый день доставала тетрадку, я писала, как делается движение, я занималась со слезами на глазах. Но я была очень гордая, что я все-таки это сделала. Да, поэтому, конечно, желательно, чтобы ребенок летом занимался, поскольку 2 или 3 месяца – это достаточно много. Я рекомендую вести активный образ жизни, растягиваться, бегать, плавать, где-то позаниматься, работать над стопами. То есть, когда ты придешь в следующем году, вот, чтобы твое тело не закостенело вот, к началу учебного года. Профессию балерины он считает безжалостной. Наш следующий фрагмент о неизменном лидере белорусского балета. Вы уже догадались, кто это? Мы смотрим на экран. А теперь от имени нашего коллектива, от имени коллектива театра, балета вас приветствуют ведущие солисты, народная артистка Республики
Инесса Душкевич и лауреат всесоюзных международных конкурсов Вениамин Захаров. Дорогой Валентин Николаевич, как здесь уже сказали, от имени всего коллектива балета я поздравляю вас с 20-летием творческой деятельности. Для нас, для артистов балета, это уже рубеж 20 лет, а для вас это еще только расцвет творчества. Мы вам бесконечно благодарны за те спектакли, которым вы дали жизнь. Мы очень хотим, чтобы таких спектаклей было как можно больше. В добрый путь. Удачи вам, здоровья, любви, радости, вдохновения. Валентин Николаевич сразу увидел вас как исполнительницу главных ведущих партий, или долгое время пришлось доказывать, что вы украсите его балет? Когда я пришла, у него были другие танцовщицы замечательные. Это Людмила Брызовская, это Нина Павлова, это Татьяна Ершова, это Людмила Синельникова. А мы были еще молодые, а его спектакли, они очень сложные, они эмоциональные, они артистичные, они трагические. То есть за плечами должен быть еще какой-то не просто профессиональный опыт, а еще и, наверное, жизненный опыт. Поэтому он присматривался, и я не сразу стала танцевать в его спектаклях. Я начала с классических спектаклей, такие как «Лебединое озеро», «Дон Кихот». А первый спектакль Валентина Николаевича – это спектакль «Кармен Сюита». И вот когда я станцевала этот спектакль, вот, пожалуй, тогда Валентин Николаевич стал занимать меня во всех своих спектаклях. У вас есть любимая постановка или роль среди балетов Валентина Николаевича? Их несколько. Это разные образы, но всех их объединяет то, что они не личности. Ева, Джульетта, Фригия, Кармен. Кармина Бурани и возлюбленная, и блудница – это все очень сильные герои, это все очень мощные личности. Вы отдали сцене белорусского балета 20 лет. Да. Что-нибудь могли бы сегодня вспомнить наиболее яркое, что осталось в памяти? Какое-то событие, постановку? На самом деле их так много было, и вот что-то выделить – это очень сложно. Возможно, какие-то курьезные случаи. Я, значит, кручу фуэте в «Лебедином озере», и меня понесло вот в эту сторону. Да? И я убегаю в кулису, да? А у меня через очень-очень короткое время идет выход из верхней кулисы противоположной. И я почему-то нет, чтобы пробежать вот по авансцене в другую кулису. Нет, я ухожу сюда и пытаюсь пробежать сзади, за сценой. А там темно, ничего не видно. Я бегу, спотыкаюсь, с грохотом падаю, расшибаю ногу. И с ужасом, пока я выкарабкиваюсь от боли, я вдруг слышу мою музыку. Та-там, тарам, парам, пара-па-па-па. А я подняться не могу. И к концу ПДД я кое-как выползаю на сцену, становлюсь с партнером в последнюю позу. На лице непонятно что, то ли улыбка, то ли слезы. Сейчас смешно, тогда было очень грустно. Грустно и больно. Когда идет постановка, какой-то один и тот же фрагмент, еще раз, оркестр не подхватывает, спектакль все равно идет дальше. Не со мной, но был такой случай. Предположим, танцовщик только вышел, и тут же оркестр начал играть, а танцовщик еще не стал в позу. И тогда танцовщик подождал какое-то время, а потом подходит на авансцену и говорит: «Итак, маэстро, а теперь, пожалуйста, со мной». Вот так. Случаи бывают разные, но следующий фрагмент не про такой случай.
какими качествами должны обладать партнеры по танцу? У нас есть такой предмет, как дуэтный танец, и там научат вот всем тонкостям именно дуэтного танца. Это может быть и вращение, это и поддержки, это и обводки. То есть спектр на самом деле очень-очень серьезный. Вот этот фрагмент, который мы посмотрели, это адажио из спектакля Валентина Николаевича «Спартак». Я считаю, что Валентин Николаевич, он большой мастер дуэтов. У него потрясающие дуэты, очень трогательные, очень эмоциональные, очень человеческие. Партнеры были замечательные. Владимир Комков, Владимир Иванов, Юрий Троян, Вениамин Захаров, Владимир Долгих и Александр Курков. С некоторыми партнерами в спектаклях Елизарьева я могла просто танцевать с закрытыми глазами в буквальном смысле этого слова. Например, в спектакле «Сотворение мира», где медленная музыка и где ты чувствуешь себя в руках, в надежных руках партнера, то есть ты просто растворялся в танце. Перед выходом на сцену испытывали волнение? И если да, то как справлялись с ним? Сначала справлялась с трудом. Чем меньше человек умеет и знает, тем, как говорится, меньше ответственности, все, хотелось танцевать и все, да. Чем дальше я росла, чем больше погружалась в профессию и понимала, что нужно перед выходом сосредоточиться, настроиться, желательно не смотреть, как выступают другие. Особый, наверное, такой этап в моей жизни – это конкурсы. Все долгое время считали меня не конкурсной. Даже будучи хорошо подготовленной, волнение было настолько, что просто я, вот, наверное, не выдерживала вот этой конкурсной атмосферы. Был конкурс в Москве, и там я выступала как солистка и танцевать вариацию из «Спящей красавицы». Подготовлена была достаточно хорошо, и я танцую первую часть, гром аплодисментов. Вторую часть я чувствую, что мне затекают ноги, а третью часть я даже не могла дотанцевать. Настолько у меня просто зажались все мышцы. Потом я просто поняла, что я должна пройти вот эту вот практику танцевания, если можно так сказать, в любом состоянии, на любых сценах, с любыми партнерами. То есть практика, еще раз практика. В 1984 году я стала победительницей, я взяла 2-е место на всесоюзном конкурсе в Москве. Все сказали, да, Душкевич может. Я думаю, что особое чувство волнения было у вас и у вашего партнера по сцене Владимира Долгиха, а также хореографа Валентина Николаевича Елизарьева в 1996 году. И чтобы вспомнить это событие, я вновь предлагаю обратиться к нашим фондам. Впервые за всю историю балетных конкурсов белорусы стали обладателями приза «Бенуа де ла Данс». Да, в Париже на балетный «Оскар» претендовали труппы более чем из 40 стран мира. Победил спектакль Валентина Николаевича Елизарьева «Страсти». Это белорусская тема, это национальный спектакль на музыку национального композитора, поставлен национальным хореографом в исполнении национальных артистов. И это балетный «Оскар», это очень-очень серьезная, очень высокая награда. И мы до сих пор не повторили. Пока, да. Вот, так что это наша история.
Каждый год проходит вот эта премия «Бенуа де ля Данс», и в ней участвуют и постановщики, и артисты. Но спектакль Валентина Николаевича, он представлялся как спектакль постановщика. И Валентин Николаевич получил тогда в Париже эту высокую награду «Бенуа де ля Данс», балетный «Оскар». А мы показывали фрагмент из этого спектакля как представители из Республики Беларусь в рамках церемонии награждения. Инесса Анатольевна, когда вы узнаете о том, что вы будете исполнительницей главной партии в таком грандиозном спектакле «Страсти», какие чувства были? Во-первых, эта героиня – это конкретное историческое лицо, и, конечно, мне хотелось о ней узнать как можно больше. И я ездила в Полоцк, я была в Заславле, я читала литературу, связанную именно с этим временем. То есть мне хотелось как можно больше погрузиться в ту эпоху, чтобы, наверное, почувствовать, понять, проникнуться этой эпохой. Просто выучить порядок и хореографию, ведь этого очень мало. Ведь нужно же со сцены, кроме пластики, нести еще какую-то информацию. Но балетный образ полоцкой княжны Рогнеды, созданный вами, был отмечен государственной премией. А что было самым сложным в работе над этой ролью, в этой партии? Спектакль недаром называется «Страсти». Помимо того, что он сложен технически, он еще очень сложный эмоционально. То есть эти страсти, они есть и в исполнении. Это неспокойный спектакль. Там спокойствие присутствует, пожалуй, только в самом начале, вот когда она еще такая беззаботная девушка играет на лужайке со своими подругами. А дальше это просто сплошной какой-то комок нервов. В конце спектакля, когда поет хор, когда идет примирение, раскаяние, покаяние идет Владимира, вот, пожалуй, здесь тоже вот наступает умиротворение. Майя Плисецкая говорила, в искусстве не важно что, самое важное как. Нужно, чтобы душу трогало, тогда это настоящее, иначе никак. Эмоциональная сторона искусства важнее, чем чисто техническая. Смотря что преследует искусство, потому что есть танец, который чисто технический, он эмоционально закрыт, он достаточно холодный, но это тоже очень красиво, это изысканно, это рафинировано. Это, конечно, никак нельзя назвать тогда драм-балетом, но это другой вид искусства. У Баланчина хореография, в принципе, достаточно безэмоциональная, она техническая, она музыкальная, она утонченная. Вот, но она абстрактная. Таких страстей там нет. Да, но она чудесная. Балет может быть разным. Балет может быть разным, да. А вы чувствуете себя звездой? Звезда в нашем понятии – это, наверное, больше такое западное слово. Каждый день, когда приходишь на работу, каждый день тебе нужно делать урок, каждый день репетиции, и об этом не думаешь. На гастролях, когда после спектакля выходишь, там стоит куча поклонников, или когда о тебе в прессе хорошо очень пишут, тогда, наверное, вот это ощущение появляется. На самом деле оно мимолетное, потому что на следующий день опять репетиция. То есть ты не думаешь, что ты звезда, а ты просто работаешь, у тебя свой путь, своя жизнь, свое, наверное, служение какое-то. Вы когда-нибудь ощущали зависть по отношению к себе, к своему творчеству? Нет, такого в моей жизни не было. Меня окружали очень достойные балерины, ведущие балерины, которые прошли свой сложный путь в балете. Понимая, насколько это сложно и насколько каждый преодолевает себя, я не думаю, чтобы кто-то другому вот такое вот сделал. Я не знаю, мне в это сложно поверить. Там тесемки подрезал, стекло, там иголку, там мне в это сложно поверить. Я предлагаю сейчас посмотреть фрагмент еще одного балета. Премьера его состоялась в 1938 году.
Постановка не теряет своей актуальности, остается одной из самых любимых у зрителей и сегодня. Сценический опыт, он опирается и, наверное, на жизненный опыт. Свои чувства, которые вот у тебя были в жизни, они у тебя как-то где-то откладываются и где-то, наверное, там фиксируются. И потом, когда ты создаешь какой-то образ, ты просто оттуда их достаешь и наблюдаешь за собой. Существует и литература, существуют и фильмы, которые смотришь и переживаешь, сопереживаешь вместе с героями. И это тоже дает очень большой запас эмоциональный. Когда ставился спектакль «Ромео и Джульетта», я, например, отталкивалась от фильма Ди Феррелли «Ромео и Джульетта». Мне очень этот фильм помог. И в создании образа Джульетты мне не было так сложно, предположим, как создание образа Рогнеды. Она была очень близка мне, как будто вот у меня жила уже внутри. Вот. И в этом очень помог, наверное, фильм Ди Феррелли. Инесса Анатольевна, вы часто сравниваете балет с ребенком. А что изменилось в вашей жизни с появлением сына? Изменилось очень многое. Очень многое. Ведь, по сути, когда я узнала, что у меня должен появиться ребенок, я ушла из театра буквально с первых дней. Получилось так, что я уже к тому времени оттанцевала ровно 20 лет. Никогда после этого не жалели? Нет, никогда. У меня была достаточно интересная творческая жизнь. В этом плане я себя реализовала. А в театре как отнеслись к вашему решению? Все были очень рады за меня. Как вас принял этот мир вне сцены, другой мир? После рождения сына достаточно быстро я стала преподавать. Это другая профессия, ежели танцевать. Это кажется, что я знаю, я умею. Приходишь и вдруг сталкиваешься с тем, что дети ничего... Не понимаю. Да, не знают, а им нужно Или даже не мало знают. твоих знаний, мало твоих знаний. Нужно уметь их научить. Нужно изучать программу. То есть я взяла в руки учебник, как делают наши педагоги, и стала изучать. А скажите, пожалуйста, ваш сын отношения никакого к искусству, к балету не имеет? Моего сына зовут Дмитрий. Он закончил в прошлом году хореографическую гимназию и колледж. Все-таки гены мамы. Да. Я должна сказать, что он учился не с самого начала. Он учился в музыкальном колледже. Когда был маленький, не очень хотел танцевать. Но вот, да, гены мамы, наверное, взяли свое. И чуть попозже, уже в достаточно сознательном возрасте, он все-таки решил посвятить себя этой профессии. Но ему нравится, он доволен, он счастлив. Ему очень нравится.
Инесса Анатольевна, а как вы думаете, что нужно женщине для того, чтобы почувствовать себя счастливой? Счастливая женщина та, у которой созданы для этого условия и которая смогла себя в этом реализовать. И, конечно, женщина, которую любят, которая любима и которая любящая и любимая. Я предлагаю вновь вернуться к нашим фондам и вспомнить еще один яркий образ, созданный вами на сцене Белорусского театра оперы и балета. Ваши героини легкие, утонченные, эмоциональные. Вы всегда в прекрасной форме. Я думаю, что нашим телезрителям будет интересно, а в чем же секрет как раз вот совершенства формы? Конечно, гены, а потом каждодневная работа, определенный режим питания. А если вы хотите спросить, вот сейчас почему я в такой форме? Много забот, много ответственности и, наверное, уже какая-то привычка. То есть мой организм понял, что нужно находиться в такой форме, и он сам себя поддерживает. Чем вы любите заниматься, когда свободная минутка появляется? Ну, я очень вообще люблю путешествовать. Я люблю бывать в Петербурге, я люблю бывать в Москве, люблю бывать в других странах. И, конечно, если есть такая возможность, то я выезжаю. Что привлекает сегодня больше? Кино, театр, музыка? Или вы все-таки остаетесь поклонницей искусства танца? Мне интересно все, что талантливо. Очень люблю кинематограф. Конечно, часто бываю в филармонии, на концертах интересных исполнителей, известных исполнителей. Когда я бываю в Москве, я постоянно либо в драматический театр попадаю, либо в Большой театр, либо на балет, либо на оперу. Поэтому интересно все, что талантливо и все, что значимо. Инесса Анатольевна, с 2012 года вы являетесь художественным руководителем Белорусской государственной хореографической гимназии колледжа. Мы вновь посмотрим на экран и еще небольшой фрагмент из наших фондов. Я просила детей, предположим, раз в полгода или раз в год они придумывали номера концертные и мне показывали. Ксения была в числе лидеров, то есть ее номера неоднократно потом готовились всем классом и показывались на нашей сцене. Она поставила для того времени интересный номер «Розовую пантеру». Сегодня Ксения Овсянник, прима-балерина Государственного балета Берлина. Я пришла в 1999 году в качестве преподавателя. Этот класс я взяла с 3-го года обучения. Класс вообще был удивительный. Там были такие девочки, как Татьяна Телегузова, которая сейчас работает в Большом театре в Москве. Такая девочка, как Юлия Кобзарь, которая сейчас работает в Санкт-Петербурге. Ксения Овсянник и другие девочки, которые попали на работу к нам в Большой театр. Удивительно заинтересованные дети. И получилось так, мы как будто нашли друг друга. Им было очень интересно со мной, а мне было очень интересно с ними. Я все время будоражила их фантазию. Мне было интересно, как они мыслят,
как они могут себя проявить как балетмейстеры, начинающие балетмейстеры. Вот, в частности, Ксения Овсяник, она была такая заводила в этом плане. Она ставила номера не только на себя, но и на весь класс. Это был мой единственный выпуск. Много детей из этого выпуска, вот они работают сейчас не только в Беларуси. Проявляли ли вы к вашим воспитанникам такую же требовательность, такую же высокую требовательность, как к самой себе? Да, конечно, без этого никак, поскольку из них готовишь профессионалов, из них готовишь артистов балета. Что самое сложное в профессии педагога? Мало того, что ты знаешь сам, этого очень мало. Нужно научиться так, чтобы ты смог научить других. В 2013 году Беларусь впервые принимала участие в танцевальном Евровидении. Есть еще и такое Евровидение. И вот выпускница Яна Штангей представляла нашу республику Беларусь, выступала в Гданьске. Насколько важно принимать участие в конкурсах? Конкурс – это воспитание характера, это закалка характера, это умение собраться в нужный момент. Я считаю, что это очень важно. Вы как педагог, что бы могли посоветовать родителям, которые хотят отдать своего ребенка в балетную школу? Чтобы они помогали своим детям, интересовались их жизнью, но в то же время доверяли все-таки педагогам. А если родители решили, что в дальнейшем ждет очень большое будущее их чада, ребенок никак себя не видит учеником балетной школы, и вообще ему это неинтересно, он не хочет. Да, такие случаи были, и в основном это случается с мальчиками. Но очень-очень часто мальчики потом привыкают работать, они понимают, что это интересно, они начинают себя преодолевать, у них появляется интерес к профессии. Очень важно в нашей профессии, чтобы было желание, чтобы была любовь. Профессия сложная, любовь побеждает все. За эти 7 лет в гимназии, колледже какие интересные проекты появились? До моего прихода в качестве художественного руководителя эту должность занимал Александр Иванович Калиденко. Это совершенно уникальный педагог, и у него много звездных выпускников, и я как бы эстафету приняла из его рук. И в частности, это спектакль «Щелкунчик», который до меня вывозили и на гастроли в Англию, и на гастроли в Германию. И я продолжила эту традицию. В 2013 году тоже со спектаклем «Щелкунчик» выезжали в Великобританию. И теперь практически каждый год этот спектакль мы показываем на сцене Большого театра. Кроме «Щелкунчика» в нашем колледже есть еще такие спектакли, как «Привал кавалерии», «Штраусиана», большая концертная программа. И я, конечно же, не могу не назвать имя Нины Николаевны Дьяченко, заслуженной артистки России, которая в течение 15 лет была главным балетмейстером музыкального театра. Сейчас работает у нас в качестве педагога народно-сценического танца. И в ее редакции идут вот эти спектакли. Хочется назвать всех своих педагогов. Это и Сергей Иванович Пестихин, это и Клара Николаевна Малышева, и Нина Степановна Давыденко, и Оксана Вячеславовна Семеновна, и Ольга Александровна Лапо, и Анна Сергеевна Гуринович, и Медведева-Шумская. Я очень благодарна своим педагогам, с какой отдачей они делятся своими знаниями со своими учениками. Я буду права, если скажу, что вам близок духовный мир Елены Камбуровой. Да. Она считала, что мечтать необходимо в любом возрасте, и мечта обязательно станет явью, если быть искренним. Нужно быть благодарным за то, что уже есть, за тот отрезок жизни, который уже реализовался. И, конечно, хотелось бы, но я думаю, это не только мое желание, а вообще всех женщин, всех матерей, чтобы у их детей все было хорошо, чтобы они могли осуществить свою мечту. То есть мы во многом живем той радостью, которую дарят нам дети. Вот пусть у них все будет хорошо. Я с вами согласна. Инесса Анатольевна, я благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами. И я хочу пожелать от имени всей нашей творческой группы, чтобы радовали вас ваши воспитанники, складывалась карьера прекрасного сына, чтобы было время путешествовать, и чтобы действительно все радовало вокруг. Спасибо. Это просто замечательно.
тэлегледачы, мы былі рады новай сустрэчы з вамі. Рады былі ізноў прыадкрыць для вас вялікія і унікальныя кіна-відэафонды Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Калі у вас з'явілася жаданне набыць відэаматэрыялы для ўласнага архіву, калі ласка, звяртайцеся да нас. Дасылайце свае прапановы, каго б вы хацелі ўбачыць госцем нашай кіназалы. Пакідайце вашы пытанні на нашых старонках у сацыяльных сетках. Да наступнай сустрэчы!